Всем привет! Сегодня мы находимся на интеллектуальной игре среди 9, 10 и 11 классов. Всю неделю в школе проходила неделя старшеклассников. Сейчас мы посмотрим, как проходит эта игра. От участников интеллектуальной игры требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни – биологии, истории, географии, музыки, искусства, литературы и Якутии. Этот вид игры основывается на применении игроками своего интеллекта и эрудиции. Задания были сложные, что даже 2 класса решили покинуть игру досрочно. Конкурс проходил в формате «Своя игра». Расскажите, как проходила игра? Игра шла в 2 круга по где-то по 15 вопросов, пусть будет так. Вот. На каждый вопрос давалось где-то 45 секунд на обдумывание. Какие вопросы вам показались самыми легкими? Самыми легкими, как ни странно, была история, причем по 500 баллов. Вот. Хорошо. Если хорошо учиться, то будут, в принципе, все вопросы несложными. А трудными? Хотели бы вы еще раз поучаствовать в интеллектуальной игре? Да, бесспорно, еще много раз хотел бы приходить на такие мероприятия и побеждать. Как участники справлялись с заданиями? Я стремился сделать такие вопросы, чтобы они были одинаково, так скажем, решаемы для всех классов. В целом большинство команд отвечали правильно, и мне кажется, многим понравилось. Пошли бы сами участвовать? Конечно, я вообще обожаю такие игры. Я и со школьных времен, и в студенчестве увлекался что, где, когда, дебатами и так далее. Поэтому эта тема мне довольно близка, и в плане проведения, в плане организации мне это, так скажем, очень сильно мотивирует. Вот и прошла интеллектуальная игра. В итоге лучшие результаты показали 11 классы. С вами были Валерия Вертецкая, Артем Мелешкин, Милана Слепцова. История всего. 1, 2, 3. Мешает, я лучше уберу ее, да? Давайте.